В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Якутия лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке. Ограничительные меры в регионе продлили еще на неделю. Якутяне могут высказать идеи по восстановлению экономики региона после пандемии. Как это сделать? Дуэсеха Туймады 2020 считанные дни, о программе праздника расскажем в этом выпуске. Якутия лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке, а о снятии ограничительных мер в регионе не может быть и речи. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время брифинга. Так как коэффициент распространения коронавируса в Якутии поднялся до отметки 1,24, то все ранее принятые ограничительные меры продлеваются еще на неделю, до 26 июня включительно. К сожалению, за последние дни мы очень видим четкую динамику, что в городе Якутске заболеваемость на уровне 70 человек остановилась, а по районам, к сожалению, она идет вверх и сейчас достигла 29 уже подтвержденных лабораторных случаев по всей республике. При этом мы видим, что география расширяется, причем в первую очередь за счет завоза из города Якутска через детей, приезжающих на каникулы к своим родным, и через тех людей, которые приезжают в гости. Мы понимаем, что эта ситуация, к сожалению, она уже у нас по ряду районов имеет такой серьезный характер. Количество больных исчисляется десятками. Необходимо соблюдать все те ограничительные меры, которые существуют, в первую очередь масочный режим. К сожалению, с этой части ни в городе Якутске, ни в районах, тем более, мы особо похвастаться не можем. Так мы массово видим, что молодежь особенности так очень часто это все игнорирует. При этом количество заболевших, еще раз говорю, у нас не уменьшается, а растет. Мы сейчас являемся, к сожалению, антилидерами по Дальнему Востоку. За минувшие сутки в регионе выявили 97 заболевших. В столице региона по-прежнему больше всего инфицированных – 68 человек. Напряженной остается ситуация и в районах республики. Айсен Николаев призвал глав районов принять исчерпывающие меры, чтобы остановить распространение COVID-19. Более 170 тысяч тестов на коронавирус провели в Якутии с начала пандемии в республике. Сегодня в регионе работают 11 лабораторий по выявлению COVID-19. С 1 июля введена телемедицинская система «Облачная поликлиника» для проведения онлайн-консультаций и контроля за состоянием здоровья граждан. Для удобства в мобильное приложение «Облачная поликлиника» направляются сведения электронной медицинской карты из Центра обработки данных Минздрава Якутии. Отмечается, что за все время в лабораториях обследовано свыше 157 тысяч человек. За сутки делают более 3000 тестов. Теперь несоблюдение санитарных норм торговыми объектами приравнивается к административному правонарушению. Накануне Госсобрание Якутии внесло коррективы в пункт о чрезвычайных ситуациях в Кодекс об административных правонарушениях. Администрация торговых пунктов должна будет в обязательном порядке организовывать масочный режим, проводить дезинфицирующие мероприятия, соблюдать социальное дистанцирование. Новый закон также наделяет органы местного самоуправления правом контролировать соблюдение всех санитарных норм на местах. В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Эксперимент проходит в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. 9 человек получили один компонент препарата, еще 9 – другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения. Первый осмотр показал, что у добровольцев нет побочных реакций или осложнений. Через несколько дней после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины проведут иммунизацию следующей группы добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков. Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды медицинским работникам в преддверии профессионального праздника. Напомню, что День медицинского работника в России отмечают в 3-е воскресенье июня. В зале республики награды получили более 20 врачей. Это специалисты самых разных направлений – хирурги, неврологи, рентгенологи, терапевты, врачи скорой помощи и многие другие. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова.
Здравоохранение республики с достоинством приняло новый вызов. В кратчайшие сроки были развернуты инфекционные койки и стационары. Созданы лаборатории и обсерваторы, сформированы бригады врачей, которые бесстрашно оказывали помощь в зонах карантина и ликвидировали очаги коронавирусной инфекции. В день профессионального праздника я хотел бы от всей души поблагодарить всех медиков, которые в это труднейшее время работали по своим направлениям, лечили людей в городах и селах нашей Якутии. Все это время в республике продолжалось лечение больных онкологией, сердечно-сосудистыми, другими тяжелыми заболеваниями. Продолжалось оказание экстренной медицинской помощи. В этот день звание заслуженного врача Якутии получил врач-рентген-хирург Центра экстренной медицинской помощи Республиканской больницы номер 2 Владимир Васильевич Докунаев. Я очень благодарен своей больнице, руководству, и что наш глава республики оценила наш труд. И с наступающим праздником День медицинского работника всех я поздравляю, кто находится у руля, кто оперирует, кто принимает больных, кто занимается тяжелой работой. Владимир Васильевич, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Многие годы он спасает людей с сосудистыми заболеваниями. Его отделение было открыто в 2011 году и с тех пор регулярно совершенствует методы лечения пациентов. Наша работа заключается в том, что мы в основном проводим операции внутри сосуда. Или мы открываем стенозы, это сужение сосудов, или их окклюзии, это полное закрытие, способом последующим стентирования. В силу сложившейся эпидемиологической ситуации именно врачи и все медработники оказались на передовой борьбы с разразившейся пандемией. Сегодня, спасая жизни людей, они сами ежедневно оказываются лицом к лицу с опасностью для собственного здоровья. Айсен Николаев подчеркнул, что в дальнейшем развитии системы здравоохранения в центре всех позитивных перемен будут именно медработники. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Якутяне смогут озвучить идеи и предложения по восстановлению экономики республики после пандемии коронавируса. Сбор предложений будет проходить на обновленном портале проекта «Якутия.клик» при поддержке правительства Якутии. Как отметил руководитель проекта Иван Степанов, важно собрать мнение максимально широкого круга лиц, которые могут поделиться своими наблюдениями в той или иной области и предложить конкретные и перспективные идеи. Ранее глава республики Айсен Николаев в ходе выступления на заседании Ленского клуба отметил необходимость консолидации власти и общества для восстановления региональной экономики от последствий пандемии. Ежемесячные выплаты приемным родителям составят 8 тысяч рублей. Правительство Якутии приняло закон об увеличении этих выплат. Так, в этом году они вырастут на 10%. Размер вознаграждения увеличивается в зависимости от возраста, количества и состояния здоровья принимаемых детей. В настоящее время в Якутии 225 приемных семей и 3 патронатные, где воспитываются более 600 детей. 7 районов Якутии полностью готовы к проведению безопасного голосования по поправкам в Конституцию. Полностью укомплектованные средствами защиты Абыйский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Момский, Нижнеколымский районы. Остальные будут полностью обеспечены всем необходимым до 25 июня. Напомню, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В Якутии будет работать около 800 участков, которые оснастят средствами защиты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию России проходит в труднодоступных населенных пунктах Кобяйского района. Члены комиссии избирательного участка облетели 3 оленеводческих стада номер 12, 19 и 5 общины Сибян. Также проголосовали работники участков недропользователей Чичумбал 1 и 2, а также Чора. Всего в первый день проголосовали 79 избирателей. Я проголосовал «за». Потому что я считаю, что изменения, которые предлагает нам наше правительство, к худшему быть не могут, только к лучшему. Поэтому «за».
Водные полицейские Якутии будут патрулировать водные объекты на новом судне «Мастер Пру 850». Торжественная церемония спуска катера на воду состоялась на причале ГИМС сегодня. О характеристиках нового транспорта Дмитрий Тымыров. Новое судно оборудовано всем необходимым для нужд водных полицейских. Он имеет длину 8 метров, ширину более 2,5 метра. Вес ультрасовременного катера составляет 2600 килограммов. Мощность судна 300 лошадиных сил и разгоняет скорость до 60 километров в час. Данный катер к нам поступил в 2018 и 2019 году. Это новый катер, спроектирован специально для целей и задач МЧС России. Его особые черты – то, что у него повышенная морепроходность и повышенная маневренность. У него два двигателя по 150 лошадиных сил, что позволяет ему быстро и высокоэффективно развивать скорость. Он оборудован системой видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, системой мониторинга воды и водной среды. Также катер полностью автономный для проживания здесь людей. Имеется туалет и место для сидения. Вместимость 7 человек. Как отметили в ГИМС, новая техника поможет работать водным полицейским 24 часа в сутки и в любую погоду. Так, только с начала этого года инспекторами ГИМС было составлено более 60 протоколов об административном правонарушении. На территории республики с начала года до официального открытия навигационного периода для маломерных судов уже было зафиксировано более 60 протоколов на нарушителей. Основные нарушения, виды нарушений – это несоблюдение мер безопасности, суда без регистрации, без удостоверения на право управления маломерным судном. Но основные, конечно, до официального открытия навигационного периода. Напомним, что навигация для маломерных судов на территории региона была открыта с 15 июня. И сейчас инспектора ГИМС работают в полную силу, чтобы не допустить печальных последствий на водных объектах Якутии. В первую очередь это проведение профилактических мероприятий с участниками водного движения и водных объектов. В этот период уже запланированы различные мероприятия. Это акции «Вода. Безопасная территория», где привлекаются все органы управления Якутской территориальной подсистемы для выполнения задач по обеспечению безопасности на водных объектах. Также администрации муниципальных образований, административные комиссии, учебные заведения, где мы проводим занятия, обучаем мерам безопасности на водных объектах. ГИМС напоминает, пренебрежение правилами безопасности на водных объектах может привести к трагедии. Поэтому просит взрослых быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности. А главное, не оставлять детей без присмотра, особенно в дни, когда на улице стоит жаркая, теплая погода. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Третий по счету выпуск стартапов акселерационной программы Б8 открыл глава региона Айсыл Николаев. Выступая перед участниками, руководитель республики отметил, что программа ускоренного развития инновационных проектов реализуется уже второй год подряд. И с каждым разом число ее участников растет, а география расширяется. Благодаря участию в программе такие якутские стартапы, как Видроид и Прайсбокс, нашли своих инвесторов и смогли проявить себя на рынке IT-услуг за пределами республики. Из заявленных на конкурс 73 проектов отбор прошли 12 стартапов, которые выступили перед потенциальными инвесторами. Мы безусловные лидеры IT-индустрии Дальнего Востока. Если раньше наша доля на рынке IT-экспорта с Дальнего Востока составляла порядка 70%, то по итогам 2019 года у нас уже доля рынка составляет 82%, объем экспорта IT-услуг из Якутии составил за прошлый год порядка 28 миллионов долларов. Конечно же, быть регионом, где существует единственный IT-парк на Дальнем Востоке, первый акселератор для стартапов в Сибири и на Дальнем Востоке, это большая возможность, но это и, конечно же, большая ответственность. Мы продолжаем работать, и у нас уже ведется набор в следующий, четвертый поток. Любой желающий может зайти на сайт b8accelerator.com и подать заявку. Также мы в ближайшее время проводим стартап-марафон, который поможет стартапам сделать какие-то там первые шаги. И также для нас является таким некоторой проверкой проектов, которые подадут заявки в акселератор. Мы будем на них смотреть. Так что мы приглашаем всех желающих пройти акселерацию к нам на сайт за дополнительной информацией и подавать заявки.
Эсэх Туймады-2020 будет показан на канале НВК «Саха». Программа мероприятия начнется с праздничного концерта в 6:15 по якутскому времени. В полдень состоится праздничный обряд благословения Алгыс с участием главы Якутии Айсена Николаева. Вечером в 19:00 известный народный мастер, кузнец, заслуженный работник культуры республики Мандар Ус проведет мастер-класс. Вечером состоится праздничный концерт. В ночь с 20 на 21 июня состоится обряд встречи солнца, который будет транслироваться на радио Тетим на волне 107,1. Люди смогут встретить солнце в кругу семьи, у себя на даче и на природе под Алгыс Валентина Исакова. Народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» принял участие в танцевальном флешмобе «Танцуй, Россия» от Федерального агентства по делам молодежи и арт-кластера «Таврида». Акция была приурочена к празднику День России. Якутский коллектив показал самобытность северной культуры и попал в объектив федеральных каналов. Как ребята готовились к флешмобу в условиях изоляции, узнавал Максим Кардозу. Республика Саха-Якутия. Город Якутск. Этот самобытный ролик народного ансамбля «Сюрприз» из Якутска удивил всю Россию. Его показали по центральным телеканалам. Все это часть флешмоба «Танцуй, Россия». Его главная задача – наглядно представить многообразие и красоту регионов страны и объединить их в красочное творческое полотно. Коллективы из разных городов танцевали на фоне главных своих достопримечательностей. Нам хотелось не только показать, но и рассказать о нашем крае. И поэтому возникла идея сюжетного ролика. Мы хотели в летний жаркий день удивить всех морозной свежестью и встречей с повелителем холода Чисханом. А еще нам удалось показать замечательные красоты и города, и местности Усхотын. В режиме самоизоляции коллективу ансамбля удалось не только поучаствовать во всероссийской акции. Педагоги не давали скучать своим воспитанникам и дома. Были реализованы 10 онлайн и видеопроектов. Оценить их можно в соцсетях. Во время карантина мы попробовали новую форму занятий. У нас проходили онлайн-репетиции. Мы занимались фитнесом, классикой и растяжкой. Также мы приняли участие во многих онлайн-проектах и челленджах. Это было очень интересно и познавательно для нас, но мы очень скучаем по друг другу, по нашему залу, концертам и преподавателям. Этим летом завершился 33-й творческий сезон коллектива. И необычным стал в этом году и выпускной 2020. Традиционно он проходит на сцене, но коронавирус испортил и эти планы, зато открыл возможности для креатива онлайн. Финальный танец девушки представили в видеоформате. Все выпускницы снимали танцы, отправляли хореографам, и те говорили нам, что не так, или же поощряли нас. Это был очень хороший для нас опыт, такого никогда не было, и мне кажется, что это стал один из самых запоминающихся выпусков. Педагоги и воспитанники ансамбля «Сюрприз» с нетерпением ждут, когда их студия снова распахнет свои двери, и можно будет репетировать, выступать в офлайн формате. Также здесь ждут всех желающих, кто любит и хочет танцевать. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Таковы новости к этому часу. Берегите себя и оставайтесь на нашем телеканале.